столице Латвии, Риге, где проходит саммит Восточного партнерства Европейского Союза, проевропейски настроенные демонстранты развернули на площади украинские и грузинские флаги. В ходе второго завершающего дня саммита лидеры обсудили перспективы дальнейшей европейской интеграции 6 стран-партнеров – Грузии, Молдовы, Украины, Беларуси, Армении и Азербайджана. Согласно одному из ключевых соглашений, лидеры ЕС предоставят кредит в $2 миллиарда на возрождение украинской экономики. Демонстранты призвали чиновников продвигаться вперед в вопросах смягчения визового режима ЕС для граждан Украины и Грузии. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прибыл в Российскую Республику Татарстан для участия в повторном открытии музея Ленина в Казани. Музей расположен в доме, где 17-летний лидер большевиков Владимир Ленин жил на протяжении 9 месяцев в 1887 году. Местные органы власти и туроператоры хотят включить музей в так называемый «красный тур», чтобы привлечь посетителей, интересующихся историей коммунизма. Босния и Герцеговина. В Сребренице межэтнический детский хор готовит спектакль, который покажут в ходе предстоящего визита в Сараево Папы Римского Франциска. Хор сербских и боснийских мусульманских детей был создан 3 года назад, чтобы помочь примирению в Сребренице. Кишинев. В столице Молдовы этнические украинцы отпраздновали 21 мая Международный день, посвященный традиционной украинской вышитой сорочке – вышиванке. Участники, одетые в национальную одежду, пели украинские песни и, по словам организаторов, воспевали культурные традиции этнических украинцев и молдаван.